Всем привет! Едем на рыбалку с другом Марком. Вот заправляем дизель. Сколько стоит дизель? Керосинный пьер. Сколько стоит? 59 и 50-60 рублей почти стоит дизель. Сейчас вот там заправим керосин. Керосин 58 рублей. Вот едем по Покровскому тракту в сторону Хатасов. Там переправимся через Лену. Ага. Он активатор клёва кайда что именно тюнгüge. Тут тальпы, Маша, на любителя. Красный червь тебе, наверное. Тебя клюет и не бата. Батыра. Вообще зачетную сорогу притащил. Все, только значит, выезжаем. Вот еще к нам потянулся Юра. Нас трое. Марк водитель. Эти заядлые рыбаки, а я не очень, но зимней рыбалки еще не был сильно. Только летний рыбалка. Сейчас попробуем, посмотрим на этих ребят. Они прям оборудованы конкретно у них. И камера, и все дела, короче. Река Лена. Вот палатки рыбаков стоят, что-то фига рыбаков. Первая будка. Первая будка вот синяя стоит, рыбацкая. Что, они все в одном месте что-то тусуются, да? Да, здесь все тусят. Сейчас по карте посмотрим. Мы тоже здесь что ли будем? Да. Надо максимально вглубь проехать, короче. Сейчас уточнимся по клюву как, да? Будка 2. Глубину сразу слышно. Ага. Вот люди палатку ставят, только подъехали. И вот люди сидят, кайфуют в палатках. Мы тоже вот смотрим место, где бы расположиться. Вот ребята спрашивают. Вообще вялый клёв. А где? Вот здесь решили остановиться. Вот Юра готовит место под палатку. Вот такая вот сегодня ночка у нас лунная на реке Лена, на матушке реке Лена. Глубина какая, да? Мало. А? Мало. Метр, да? Ага. 3 лунки сделали. Вот не такой толстый, сказал Марк. Ты что делаешь? Что ты делаешь, да? Для камеры? А? Для камеры сделаем. Для камер? Для подводных камер. Такая. Все запутался. Я в этот раз в спешке собирался. Щуку увидели, окунек увидели. А там лучше не ловить. Пока сидим, тишина. Бля, мы не туда сели, походу. Ну, надо было камерой Да посмотреть нет, сейчас. ночью всегда же так ну, в воде, короче. Особенно подписчик. Да? Да, это вообще лет. Да, блядь, что-то тишина. Доброе утро, мы проснулись. Вот такую сейчас прикормку сделаем. Как называется? Бормуш. Бормыш? Бормыша сейчас будем отпускать лунку. Вот такое приспособление, чтобы она опускалась вниз и там открывалась, да? И отсюда открываешь, да? Да. Просто дергаешь. И она открывается, да? Взял, вот, курица уже все.
7 утра рыбы как не было, так и нет. Где меньше стало, мусоров накидали. Вот, где сидели, там все оставили. Вон он стоит окунек, блин. Еще один, да? Мелкий, да? Мелкий. Нормальный, да? О, парами ходит еще. Парами ходит, Марк. А это еще марамушка? Где? Или это бурмашка? О, смотри, щука большая, смотри. Щука Вот. плавает. Марк, щука. Дай мне удочку. Рыбки, короче, плавают, но что-то не хотят хавать Вот нашу наживку. Вот он стоит, окунек жопкой. Вот опять Бо смотрит на камеру. Сытый, походу. Глаза такие расслабленные. Я люблю тебя. Я не вижу в глазах хищника. Он под кайфом. Да, ему по кайфу жизнь. Вот. Полевая кухня здесь. Полевая кухня, завтрак от Марка. Жеребятина верхоянская и картошка усалданская. Первый окушок. Это еще. Вчера Юра поймал. Кого поймал Юра? Сорогу и ершика. Дорогу ешка, да, маленькая. Да? Третья рыбка, короче. Вот они ходят туда-сюда. Река Лена. Сегодня облачно, солнца нет. Но вот он стоит, правда. Вот здесь уже Нигино-Канкаласский улус, село Павлос, по-моему, видно. Вот в том районе должны построить мост. Самый-самый грандиозный проект Российской Федерации. Потому что технически очень-очень сложно. И сколько лет уже пытаются там сделать проект и еще что-то. Что-то у них не получается. Уважаемые рыбаки, не оставляйте мусор на реке. Всегда собирайте за собой. Как мне это не сложно. А то тут вообще все понаставили. Еще, наверное, снегом замело. Очень много мусора за всю зиму. Вот так мы спонтанно съездили на рыбалку. Точнее, прикармливать рыб съездили. Юра, как рыбалка? Нормально.